Возьмитесь, пожалуйста, коснитесь друг друга ладонями и пожелайте друг другу удачи. Желаем? Удачи. Хорошо. Я надеюсь, что мы сегодня будем активно работать на уроке. Так, сейчас актуализация знаний, мозговой штурм. Так, стратегия зонтик. По пройденным темам будут вопросы. Пожалуйста, подойдите и возьмите. Угу. Так. Какие? Кто у меня? Ой, все? Так, теперь поворачиваемся и записываем свои вопросы. Пожалуйста. У кого какие вопросы, отвечаем. Какое правило нужно соблюдать при культуре питания? Нужно соблюдать при культуре питания разнообразие, умеренность и гигиену. Гигиену, хорошо. Молодец. Что улучшает правильное питание? Правильное питание улучшает мозговые способности, развивает память и облегчает процесс обучения. Хорошо, молодцы. Что такое обстоятельства? Обстоятельства – это второстепенные члены предложения, которые обозначают время, место, причины, другие, образ действия и другие характеристики. Угу. Чем в предложении выражено обстоятельство? Обстоятельство выражено наречием, депричастием или депричастным оборотом. Хорошо. Как на письме обособляется обособление членов предложения? В устной речи обособление членов предложения, а на письме выделяется с обеих сторон запятыми, а в устной речи как? При помощи чего? Кто скажет, при помощи чего обособляется? При помощи интонации. Да, успеем рано. Да? Дальше, Мария. Что означает термин «культура питания»? Термин «культура питания» означает совокупность традиций и норм, связанных с приемом пищи. С приемом пищи. Хорошо. Что такое обособленное члены предложения? Обособленное члены предложения – это второстепенные члены, которые выделяются в тексте информации. Хорошо. Хорошо, садитесь, молодцы. Так, оценивается в 1 балл, да? Так, хорошо, ребята. Мы с вами повторили за прошедший урок то, что мы проходили, да? Сейчас парная работа. Я раздаю вам. Вы втроем работаете. Карточки в паре. Пожалуйста, соотнесите. Тоже втроем, да? Или сама, пожалуйста. Так, тут это, да? Сама подойди, пожалуйста, сюда. В паре поработайте. Соотнесите слово историко-культурной тематики с его лексическим значением. Угу. Угу. Пожалуйста. Прочитываем прямо. Так, сразу вам раздаю оценочные листы. Будете отвечать себе. Так, пожалуйста. По 1 баллу оценивается. 5 заданий, значит 5 баллов, если правильно ответите. Кто готов? Кто закончил, пожалуйста? Хорошо. Первая пара закончилась. Если я закончила эту девочку. Хорошо.
Хорошо. Все, да? Теперь, пожалуйста, правильный ответ. Проверьте себя. Проверьте себя. Правильно ли вы ответили? Все? Значит, сколько баллов? 1 балл. Почему? 5 баллов. 5 баллов. 5 баллов. Каждый правильный ответ. У вас сколько правильных ответов? Все правильные? Кут. Хайран. Это что? Из коровьего молока. Хорошо. Тосак. Это что? Варенье, конфитюр. Хорошо. У вас? Так, правильно. У вас? То же самое, да? То есть по 5 баллов себе ставьте сразу в оценочный лист. Хорошо, молодцы, ребята. Теперь обратите внимание на ключевые слова, которые вы увидите на доске. Видим? Так, какие слова? Ну-ка, прочтите. Хумус, Мгм. лук, айран, салкаймак, шубат, саусак, Мгм. Здесь на той холодец, стороне. вареники, борщ, окрошка, пирожки, пельмени, картошка. Сейчас я предлагаю вам составить кластер, прямо вот сюда приклеим, да? Вам тоже. И мы будем прогнозировать тему сегодняшнего урока. Надпись. Сразу клейте. Кластер составляем. Мы должны спрогнозировать тему сегодняшнего урока. Есть? Тему сегодняшнего урока. Что правильно можно было прочитать, смотреть, я скажу. Окей, мама. Идем, она. Вот такую. Хорошо. Так, закончила, пожалуйста. Идите к доске. Пожалуйста, Леночка. То есть, говорим. Национальная еда казахского народа это шубат, курдак, бешбармак, балкаймак. Бауырсак, хумус, құрт, Хорошо. Правильно, да? Молодцы. Садимся. Так, эта группа еще не закончила, что ли? Так, пожалуйста. Доске. Не заклеилась. Национальная еда русского народа – это пирожки, борщ, пельмени, картошка, окрошка, вареники, блины, холодец. Хорошо, молодцы. Справились. Итак, ребята, по вашим кластерам, как мы можем спрогнозировать сегодняшний наш урок? О чем мы будем говорить? О национальной еде. Разве только казахского народа? То есть национальная еда. Да? Национальная еда. Следующий урок у нас, сегодняшний урок. Так, значит, тема какая? Цель урока какая? Посмотрите. Понимать основную детальную информацию сообщения продолжительностью 4-6 минут, объединяя разрозненные факты в общий контекст, определяя причинно-следственные связи и делая выводы. Находить в тексте обособленные члены предложения культурной тематики. На прошлом уроке мы с вами проходили, да? Обособленные члены предложения, обособленные обстоятельства. Сегодня мы продолжаем эту тему. Так, деление на группы, пожалуйста. Деление на группы. Подойдите, пожалуйста, и возьмите. Угу. Так. У кого баурсак есть? У кого
кого блины. Угу. Рассаживаемся. Так, баусаки здесь. Здесь блины. Рассаживаемся. Баусаки, блины. Бегом. Так, садимся быстрее. Угу. Хорошо, молодцы. Разделились. Откройте ваши, пожалуйста, учебники теперь. Ваши учебники. Упражнение 8. Упражнение 8. У вас в учебнике тоже даны эти же картинки. Да? Это у нас праздник Масленица. Что такое Масленица? Вам нужно составить текст по картинкам празднования Масленицы. В этом тексте вы должны использовать предложения с обособленными обстоятельствами. Объяснить постановку знаков препинания. И чем выражены эти обстоятельства? До этого только что мы говорили, что обстоятельства – это второстепенный член предложения. То есть предложения с обособленными обстоятельствами, они выражаются чем? Депричастием, депричастным оборотом или фразеологизмом. Хорошо, молодцы. Вот, пожалуйста, составляем текст на тему Масленица. Составляем текст с предложениями, да? Упражнение 12. Упражнение 12. Угу. Ой, упражнение 12, говорю, извините, пожалуйста. Упражнение 8. Угу. Составляем текст с обособленными обстоятельствами. Какой это праздник? Где его празднуют? Что вы видите на картине? Что является символом Масленицы? Как зовут куклу? Как зовут куклу, которую наряжают именно в день Масленицы? Потом что делает его? Ее сжигают, да? Хорошо, давайте вспоминаем.